строить заново Башкирию, которую называют душой Урала и сердцем Евразии, но уже с иной точки зрения, со знакомства с башкирскими лошадьми и коневодством в целом. Это можно сделать на ипподроме Акбузат, и поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами руководитель учреждения Дамир Исеев. Дамир Русланович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам в программу. Давайте начнем обсуждать скачки Терра Башкирия. Они проводятся 3 года. Да? Какие вот в целом за 3 года результаты вы увидели, есть ли изменения, и промежуточные предварительные итоги о том, как идут скачки в этом году? Действительно, 3-й год, и на самом деле в течение этого периода времени были внесены определенные изменения, потому как все-таки и пандемия вмешалась в деятельность, в нашу деятельность в том числе. Но, подводя определенный итог, можно сказать следующее, что ежегодно к нам у нас есть телеаудитория, порядка полумиллиона человек, это раз. У нас в времена никогда не было ограничения, приходило порядка 50 тысяч человек, то есть посетило наш ипподром. То есть это такой хороший, на самом деле, результат. Мы потихонечку приучаем людей к тому, что на ипподроме проводятся зрелищные события. Мы делаем эти события для того, чтобы приходили люди с детьми, то есть как бы это такой семейный досуг. Мы делаем все для того, чтобы было интересно у нас на ипподроме. Более 50 муниципалитетов представляют своих участников, да, это ежегодно. Вот в этом году какие особенности, влияет ли пандемия коронавируса, и сколько этапов уже прошло, участники и непосредственно зрители? Ну, действительно, уже на сегодняшний день порядка 3/4 муниципальных районов в этом году прошли через наши отборочные этапы. У нас в субботу будет 8-й этап уже, всего у нас будет 10 этапов, 11-й это будет финал, который состоится 9 октября. Отличительная особенность: 2-й год подряд у нас разыгрывается призовой фонд, который нам выделяет правительство республики. Это порядка 10 миллионов рублей. Это ощутимые для нас, не для нас, а в целом для коневладельцев денежные средства. Это такая хорошая, начало хорошей традиции, которая, в принципе, должна, надеюсь, будет не просто ежегодной и стабильной, а она еще будет увеличиваться. Мы все делаем для того, чтобы это происходило. Но мы знаем, что здесь не профессиональные участники, а именно любители. Вот видите ли вы с их стороны интерес? Безусловно. Это основной упор мы делали именно на любителей, для того, чтобы немножко не просто оживить эту отрасль, а для того, чтобы ее наполнить людьми в первую очередь, для того, чтобы показать, что эта отрасль не просто интересна своей событийностью, а что она нужна не только там коневладельцам, не только узкому кругу людей, а в целом агропромышленному комплексу, а в целом республике. И поэтому это отрадно, то, что у нас это происходит, то, что это происходит в первую очередь с людьми, которые, может быть, впервые или там непрофессионально занимаются этим увлечением. И мы делаем все, чтобы это увлечение было и популярно, и просило каких-то не только положительных эмоций, но еще и какую-то материальную поддержку. Дамир Русланович, если мы говорим про развитие туристского бренда Терра Башкирия, да, душа Урала, сердце Евразии, мы понимаем, что башкирская лошадь и коневодство – это часть нашей культуры республики. Да? Какие планы по развитию коневодства у вас есть, и какие смыслы вы вкладываете, вот, точнее, перекликаются ли смыслы в вашей работе и именно в целом развитии региона? Безусловно. Все-таки башкирская лошадь – это наш национальный бренд, и не нужно не просто забывать это, нужно делать все, чтобы этот бренд как бы активно развивался. Мы в этом году начали прорабатывать историю о включении нашего объекта, ипподрома Акбузат, главного ипподрома республики, как его называем мы, в своем узком кругу, да, то есть в систему, так сказать, места для посещения туристами и всеми гостями республики. И эта практика у нас началась. Мы делаем интересную часовую и двухчасовую программу для посетителей. То есть к нам начали приезжать туристы из других регионов. Это отрадно видеть. Мы стараемся в рамках этой экскурсии показать и историю ипподрома. Мы стараемся показать и вообще, что такое лошадь, и рассказать о ней, и показать это, пройдя по нашим конюшням, по нашим ипподромовским всем постройкам. То есть как бы это очень интересно. Даем возможность прокатиться верхом. Думаем в ближайшее время разработать концепцию о создании на базе нашего ипподрома. Это музей коневодства Республики Башкортостан, потому что все-таки лошадь – это такая история, которая не всегда идет параллельно
с развитием нашей истории. И хотелось бы как раз отразить у нас на территории вот все эти, так сказать, этапы, да, то есть как бы сквозь года, сквозь века, как это происходит развитие и лошадей, как это идет, так сказать, сожительство вместе с лошадкой, да, то есть как бы все это показать на примере наших экспозиций, экспонатов, применить все наши знания, познания, привлечь специалистов, естественно, в этом, чтобы это было интересно, познавательно в первую очередь, как для людей, как для детей, для общих широких масс населения. Угу. Не так давно состоялась акция, приуроченная к увековечению памяти генерала Шеймуратова. Почему занялись вы этой темой, да, и какой результат вы увидели? Действительно, в этом году впервые много было изначально каких-то посылов для того, чтобы республика приняла участие в реконструкции событий Великой Отечественной войны. И в этом году впервые мы смогли, это просто определенные затраты составляет, и людей нужно было как-то мобилизовать, собрать. Но в этом году мы с этим делом справились, отправили людей в Липецкую область, они приняли участие в реконструкции первого, так сказать, сражения нашей 112-й кавалерийской дивизии. Это такое зрелищное массовое событие, которое происходило в Липецкой области. Получили много положительных откликов, отзывов на этот момент. И надеемся, что мы будем как-то регулярно, теперь имеем уже положительный опыт участия в подобных событиях, и будем это как-то регулярно практиковать. Все-таки не нужно забывать о наших истоках, о нашей истории. И все это как раз направлено на то, чтобы эти все события у нас сохранились и передавались из поколения в поколение, в том числе и нашим детям. Почему это важно и какие несколько исторических интересных моментов, которые могут быть интересны для телезрителей? Наверное, самые такие, что в первую очередь приходит, это все-таки события, опять же, войн. Отечественная война 12 года, где Северные Амуры приняли активное участие, да, то есть и остались не просто там легенды, но остались конкретные какие-то факты в европейских государствах о наших предках, которые принимали активное участие в этих событиях. Это, естественно, война, и Первая мировая война, и Вторая мировая война. Во всех этих событиях принимали участие не только выходцы из республики Башкортостан, да, то есть из места, где находится наша республика, но в том числе и наши лошадки, в том числе и принимали активное участие в этом. Поэтому все-таки, ввиду того, что историю необходимо знать, все-таки это, как говорится, история – это фонарь в будущее, да, поэтому я считаю, что нужно это доводить и до людей, и до населения, и для детей. И у нас существует на сегодняшний день в республике вся материально-техническая база, которая позволяет нам это делать. Мы планируем и работать с образовательными учреждениями в этом вопросе, для того, чтобы проводить уроки открытые, закрытые. То есть в разном формате это можно делать. Я надеюсь, как только у нас как-то стабилизируется ситуация, связанная с пандемией, и мы спокойно начнем нашу системную работу с населением, с людьми, с детьми. В целом, как вы оцениваете влияние, которое оказала пандемия коронавируса на работу ипподрома Акбузат? Мы здесь вынуждены были трансформироваться, да, то есть как бы подстроиться под эти реалии. И в части наших событий мы перешли в интерактивную версию, да, то есть мы начали работать посредством телевидения, мы начали работать посредством всех площадок интернет-пространства. Поэтому понимаем, что все-таки все трансформируется, все меняется. Нужно было не стоять на месте, а нужно было как-то подстраиваться под условия, которые диктовала нам все эти события. Сложности остаются какие-либо, либо удалось преодолеть в формате трансформации? Сейчас мы, на самом деле, у нас нет ограничений, ограничительных мер для того, чтобы прийти нам на ипподром. Мы создаем все условия для того, чтобы была просто элементарная мера безопасности были соблюдены. Это все делается, и в первую очередь беспокоимся и заботимся о состоянии людей. Все делаем для этого. Но понимаем в то же время, что есть определенные опасения у населения, и это естественно. Да? То есть мы, может быть, повторюсь, но нашли выход именно в интерактивном, именно в телепроектах, если можно выразиться. Да? То есть в этом плане развиваемся, двигаемся. Но, естественно, ждем, все-таки это контактный зрелищный вид спорта, который все-таки не передать ни одна камера, не передаст тех ощущений, которые человек может испытать, придя на ипподром и ощутив все эти эмоции, все, что происходит у нас на наших площадках. Дамир Русланович, помимо тех проектов, которые мы обсудили, что еще находится в работе, да, куда двигаетесь?
Сейчас активно занимаемся содействием с Федерацией конного спорта Российской Федерации. Планируем проводить на площадке нашего ипподрома уже соревнования по олимпийским видам спорта. Это конкур, выездка. Тоже много что уже в процессе сделано. И, надеюсь, если не в этом году, так в следующем году мы однозначно проведем у нас в республике соревнования российского уровня, которые позволят нам показать, во-первых, определенный класс спортсменов, которые к нам приедут. Это, опять же, подстегнет в первую очередь молодежь, которая, придя на эти события, увидит и как-то потянется, да, за людьми, которые уже достигли в этом виде спорта каких-то успехов профессиональных. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это все-таки сделать более популярным вообще, в принципе, конный спорт. Но основной наш такой посыл – это то, что все, что связано с коневодством, это в первую очередь наши потенциальные кадры для нашего агропромышленного комплекса. И мы вот под таким девизом стараемся делать все необходимое, чтобы у нас эти кадры пополнялись, потому что это нужно, это востребовано, это интересно, и надеемся, что это будет реализовано все. Мы тоже надеемся, что будет реализовано, и обязательно это обсудим в следующих интервью. Спасибо. Спасибо, Дамир Русланович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был директор ипподрома Акбузат Дамир Исеев. И мы говорили о том, как связано коневодство, башкирские лошади и туристский бренд нашей республики Терра Башкирия. Не переключайтесь, все самое интересное в эфире башкирского спутникового телевидения.